Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 8 января 2024 года, 20 часов 1 минута, почти 2 минуты по 2 минуты по Берлину, уже 2 минуты, и 21 час 2 минуты, соответственно, по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Стрим сегодня на русском языке. Сегодняшний стрим называется «Скандальный приказ под холопным. ЧВК кадыровцы и Скотт Риттер». Сегодня я с вами хочу обсудить поездку экс-разведчика американского во временно оккупированную Чеченскую республику Ичкерия Скотта Риттера. И все по порядку, обсудим, посмотрим, послушаем ваше мнение, ну и я скажу свое мнение по этому поводу. Так. Будет интересно, я думаю. Бек, Бамут, Эдам, алейкум салам, Шавик Машоваль. Друзья, я вас всех приветствую. Ну, как обычно, я начну с сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях русских террористов, вторгшихся на свободную, независимую, суверенную Украину. За прошедшие сутки уничтожено. Здесь уже появились уже и отдельно там, по технике у Генерального штаба информация появилась. За прошедшие сутки уничтожено 440 оккупантов. Обычно за последние месяцы это в 2 раза меньше, чем обычно. Это говорит о том, что русские не наступают. Точнее, не закидывают трупами позиции украинцев, мясом, точнее, которое превращается, живое мясо, которое превращается в трупы. Итого уничтожено, как сообщает нам Генеральный штаб, 365 170 оккупантов, 9 танков за прошедшие сутки, 14 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 1 антиаэркрафт, 11 БПЛА, 1 крылатая ракета, 19 автомобильной техники цистерн и 1 спецтехника. Друзья, слава Украине, слава ЗСУ. Вот что я могу сказать по этому поводу. Напоминаю вам, наш стрим идет сегодня в YouTube на канале Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку, друзья, на наш стрим, что в TikTok, что в YouTube, потому что террористы активизировались снова. Снова у нас отписки, снова у нас там серые баны, там, ну и так далее. Короче говоря, нужна ваша помощь. Алейкум салам, Мустан, Машовалю, алейкум салам, Ристарани, Сотан, Муат, Ладух. Шифиц, встречу. Окей, ця проблема Мустан, Саддаму, алейкум салам, Шавик Машоваль. Так, где у нас комментарии? Осману, алейкум салам. Алейкум салам. Друзья, как вы знаете, 5 января 2024 года состоялось такое интересное событие, которое я 3 дня не комментировал. Наблюдал, слушал, и для того, чтобы сделать качественный, скажем так, анализ. Бывший разведчик Соединенных Штатов Америки, военнослужащий Скотт Риттер посетил временно оккупированную чеченскую столицу, город Джохар. И вы все, наверное, знаете Скотта Риттера. Это человек, который уже, как он говорит, 35 лет уже, по-моему, да, во время стрельбы он это заявил, что он уже 35 лет уже не военный. И экс-разведчик, да, я сказал, прилетел со своей дочерью во временно оккупированную Чеченскую республику Ичкерия и
произошло очень странное событие. Его пригласили, приняли. Про Скотта Риттера. Скотт Риттер — это человек, который оппонирует администрации, нынешней администрации президента Байдену. Человек критикует очень жестко внешнюю политику Соединенных Штатов Америки, выступает за то, чтобы договариваться с фашистской Россией. В принципе, человек, это, я полагаю, патриот Соединенных Штатов, этот человек любит свою страну, но у него такой взгляд, такое видение. И тут он уже несколько раз общался, там и с Кадыровым, по-моему, он общался, я не помню, с чем-то с чеченоговорящими ему доводилось общаться. И сейчас он 5 числа, 3 дня назад, посетил нашу столицу. Когда он прибыл, его приняли, я вам сейчас покажу это видео, оно 13 минут, запаситесь терпением, очень интересно то, что он рассказывает. И Кадыров собрал несколько тысяч, как сообщает российская пропаганда, просто им верить нельзя, поэтому, я полагаю, собрал он не 25 тысяч, как они заявили, потому что не соврать они не могут, поэтому не будем называть ту цифру, которую они нам называют. Собрал много бойцов, которые, по словам Скотта Риттера, кто-то из казарм приехал, а кто-то как добровольцы, как ополчение, которые из дома просто одели формы и все для массовки пришли. Мы все знаем, как это происходит. Мы знаем, что Скотт Риттер не посетил бы Чеченскую республику Ичкерия, временно оккупированную, если бы региональный оперативный штаб или оперативный штаб, который возглавляет Патрушев, который возглавляет главарь УФСБ, новый, назначенный во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, если не было бы в том числе или отдельно разрешения или прямого приказа, я считаю, от Путина, от администрации президента и лично Путина. На этой встрече Скотт Риттер встретился с Рамзаном Кадыровым, встретился с Адамом Демельхановым, там же был Апти Алаудинов, это все преступники, матерые, кровавые преступники, которые по локоть в крови чеченского народа. И собрали эту толпу этих кадыровцев, или, скажем так, подхолопных, потому что там есть те, кто не являются кадыровцами. Просто так принято называть их ЧВК кадыровцы и так далее. Но на самом деле и тот же Магомед Даудов, про которого уважительно говорит Скотт Риттер, и Апти Алаудинов являются агентами военной разведки. Кадыров же является агентом, потомственным агентом ФСБ. У них, как мы знаем, всегда в том, что, собрав этих людей, достав ноутбук, Скотту Риттеру и Кадырову на камеру продемонстрировали украинских военнопленных, которые попросили снять санкции с мамы и с детей Рамзана Кадырова в обмен на то, чтобы их отпустили, чтобы их там американцы сняли с них санкции, и типа Кадыров передаст этих украинцев американцам. Это такой был сюрприз, я так полагаю, для Скотта Риттера. Это была попытка вступить в контакт с американцами. Они, видимо, полагают, что Скотт Риттер это не экс-разведчик, а действующий разведчик, раз они ему такие вещи предлагают. И на таком высоком уровне его воспринимают. То, что это приказ ФСБ лично Путина или Патрушева, я в этом не сомневаюсь нисколько, потому что там, если бы это делалось без приказа,
то это делалось бы, во-первых, без Магомеда Даудова и без Апти Алаудинова. И во-вторых, Кадыров не стал бы, не посмел бы, мы знаем, насколько он в тисках находится, он бы не мог бы этого сделать без их приказа. И если бы он это делал, он делал бы это без участия Апти Алаудинова и Магомеда Даудова по кличке Лорд. Ну давайте я сперва вам покажу видео. Да, санкции не работают. Тут дело даже не столько в санкциях, здесь намного все больше все, друзья. И то, что я вам говорил на протяжении там последних, сколько я веду этот канал, 4 года уже получается, или уже 5 лет, наверное, да, по-моему, в 19-м, по-моему, уже 5 лет получается, или 5-й год. Так вот, ну, все идет по тому сценарию, про который мы вам предсказывали. Не так быстро, как мы хотели, конечно же, не так быстро, но и ситуация была слишком далеко запущена, как мы знаем. Ну да ладно, давайте я вам сейчас дам послушать Скотта Риттера, который дает интервью американцу в Америке. И я так полагаю, Скотт находится еще во времена оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, когда дает это интервью. Так. Ну вот, получилось. Так. Давайте послушаем. Это 13 минут, друзья, почти 14. Внимание. Чеченская республика. Провел, возможно, самый головокружительный день в мои недавние годы жизни. Ты не любишь преувеличивать. Ты отправил мне смс, там было сказано примерно что-то вроде «С ума сойти, обалденно». Видимо, мне вместе со зрителями придется разузнать, что ты вообще имел в виду. Будем показывать ролики, пока ты рассказываешь? Разумеется. Музыку я не перекричу. Ну ладно, я выключу. Это было вчера, когда я прибыл. Это Лорд, один из самых влиятельных людей в Чечне. Какое подходящее прозвище. Он нас встречал, и когда я с Викторией там был. А это невеста Александра, вторая девушка. Да, это Ольга, невеста Александра Зарянова. Я помню, что в прошлую поездку с другой дочерью ты тоже этим скайдайвингом там занимался. В этот раз я был пас, потому что я слишком толстый, и я не смогу держаться на воздухе. Я подумал, что лучше со стороны посмотреть, как другие это делают. Патриция, как и Виктория, была в восторге. Так было забавно смотреть. Еще забавнее было бы на меня, наверное, посмотреть, если честно. Потом нас водили на стрельбище. Мне еще раз пришлось притворяться, будто я на 35 лет моложе. Они очень деликатно мне помогали, не стали мне говорить, куда стрелять, не стали мне показывать результативность моей стрельбы, чтобы не ранить моего самолюбия грозного солдата. Вот она попадала. Тут они игрушку показывают на дистанционном управлении. Ее, кстати, для многих целей применяют. В том числе... Видишь, я попадал. Александра попадал. Они не стали показывать, сколько раз мы промахнулись. Это мечеть. Построенная... Самая большая мечеть в Европе. Совершенно прекрасная мечеть. Нам удалось... Частную экскурсию нам устроил имам, муфти мечети. Объяснял историю строительства, разные культурные и религиозные аспекты Чечни. Это самые хлебосольные люди на земле. Чечня — это самая недопонятая страна. В США, как только вы скажете «чеченцы», сразу представляются террористы, бандиты,
злые, чеченцы такие, чеченцы сякие. Чеченский народ, они гостеприимные, добродушные, открытые люди. Было замечательно снова сюда приехать, дочь привезти, познакомить. Я говорю, сегодня голова кругом. Первый день мы были в музее имени Ахмата Кадырова. Он был отцом нынешнего президента Рамзана Кадырова, основателем Чеченской Республики. Он был лидером повстанцев в Первой войне с Россией. Основатель Чеченской Республики, это не правда? В стороне Чеченской армии, которая разбила российскую армию. Они организовали оборону республики независимости. Но это может быть перевод, друзья, потому что в другом переводе я слышал, что он там говорит лидер, один из лидеров Чечни, что это правда. Кадыров старший занимал высокую должность. Лидером, конечно, он не был, но можно так назвать, потому что он находился рядом с Масхадовым, президентом. Но потом он наблюдал, как саудиты, ЦРУ внедрялись, присылали чужаков, ваххабитов, которые вели террористическую деятельность, что привело ко второй чеченской войне, которая уничтожала чеченский народ. Так что он обратился к России, и вместе с Владимиром Путиным они выработали решение о прекращении войны. Если посмотреть на фотографии Грозного, скажем, 2002 года, полностью уничтоженный город. Ни одного целого здания, как Вторая мировая, как Сталинград. Каждое здание уничтожено. И посмотреть сегодня, Грозный заново отстроенный город, современный, как и сам чеченский народ. Народ имеет много автономности, у них своя национальная идентичность, своя конституция, но они очень преданы России. Кстати, они отправили более 35 тысяч чеченских солдат воевать на Украину. С русскими. Я не могу сказать на стороне русских, потому что Чеченская Республика — это часть Российской Федерации, так что это русские солдаты, но 35 тысяч отправились воевать. Так что это, думаю, с исторической точки зрения очень важно было сходить на эту экскурсию в этот музей. Мы встретились с Рамзаном Кадыровым, главой Чеченской Республики. Раньше он назывался президентом Чеченской Республики, но потом Рамзан Кадыров заявил, что в России может быть только один президент, Владимир Путин. Так что он сменил свой титул. Теперь он глава Чеченской Республики. Мы выходили из машин, и он к нам подходит. Я вижу, первое, что я увидел, гигантского белого волка. Говорю, какого черта? Вон там огромный волк. И какой-то человек гладит его. Волк приплясывает. Рамзан Кадыров и огромный белый волк играл со своим волком, пока к нам подходил. Как экстравагантно. Нет, волк — это национальный символ Чечни, так что у него есть волки. Нет, это очень благородный человек, очень... Мы много о нем читаем в западной прессе, разумеется, о нем пишут крайне... Человек с прекрасно поставленной речью, сведущий. И он великодушно нас приветствовал, пригласил к себе домой. Мы пообедали вместе. Вели долгие беседы. Для меня это была пытка. Любой, кто умеет по-русски говорить, посмотрел бы на меня и понял, почему моя жена запрещает мне по-русски разговаривать. Потому что... Кстати, я не разговариваю по-русски, не могу судить. Но, на мой взгляд, у тебя неплохо получается. Я думал, ты только пару слов знаешь. Оказывается, ты целое предложение можешь выдавить. Звук плохой, но я слышу, что ты по-русски разговариваешь. Это что тут творится? Это монетка? Это я подарил ему монетку, мы их делали специально для этой поездки.
Ему досталась монетка с номером 500, последний номер. Ему очень понравилось. Все, кому я монетки дарил в этой поездке, всем понравилось. Думаю, это лучший символ поездки. С одной стороны, пожелание на Новый год, с другой стороны, символ борьбы за мир. Русские, советские солдаты и американцы встречаются на Эльбе. Снизу рукопожатие. В Чеченском музее я узнал то, что командующий теми солдатами, советскими солдатами, которые встретились с американцами, он был чеченцем. В музее есть его статуя. Но вот что дальше. Мы закончили с обедом, и он... Потому что в прошлую поездку мне пришлось выступить перед президентской гвардией. Не выступить, пройтись с проверкой, с инспекцией. Там было где-то 1000 бойцов. И теперь он такой: не хотите встретиться с солдатами? Я подумал, видимо, придется повторить еще раз. Нет, теперь было 25 000 солдат. Покрывали холмы вокруг президентского дворца. Покрывали холмы. Мы проходили кругом, и когда подходили, бойцы равнялись, когда Рамзан Кадыров проходил мимо. Мы поднимались, и он произнес речь, потом поворачивается и подзывает меня к микрофону. И мне надо выступить по-русски. А чего у нас фоток нет? Будут. Они вышли. Может, ужасная была речь, может, не хотят присылать. Это было буквально... А сколько времени надо, чтобы собрать 25 000? Или они готовы были к этому? Это городской гарнизон, соединение размером с дивизию. Для России даже скорее размером с корпус, несколько дивизий. Но это гарнизон. Думаю, многие из них как ополчение. То есть нет, они обучены, но потому что, когда это закончилось, кто-то вернется в казармы, но остальные просто домой пойдут. С оружием, с экипировкой. Так что, думаю, у них все это хранится дома, а когда тревога, они одеваются и бегут на сбор. Так что они показались только, чтобы поприветствовать нашего инспектора по вооружениям. 25 000 неистовых чеченских бойцов. Они перенесли мою речь стойко, не застрелили хоть, и то хорошо. Но потом у нас была еще одна частная встреча с президентом. Потом я подарил ему нашу монетку, и мы уехали. Но потом нас повезли в их национальный театр, балетный театр, где чеченский ансамбль, народные танцы, ансамбль народного танца. Нас усаживают, во всем театре только мы одни, персональный концерт только для нас. И они показали прекрасную, это кавказская, чеченская народная традиция танца. Демонстрация превосходной физической выдержки, грации. Под конец меня тоже вытащили на сцену и тоже заставили плясать. Мою дочь. Тоже фотографии хочу. Компрометирующий материал. А я у твоей дочери выпрошу эти фотографии. Да нет, все было в хорошем, благодушном тоне, благожелательно. Надо уметь уважать. И что, во всем зале сколько вас было? 4? 2, 4, 5. 5. А певец, у них был певец, это прекрасный певец, который, по сути, как... Знаешь, каким популярным Элвис Пресли был в США? Ну да, слышал о таком. Так вот, тот певец, это как Элвис Пресли для Чечни. Но только он народные песни поет. Так что он тоже выступил. Он пел, я танцевал. И он как-то сказал: позже увидимся. Но потом мы поехали дальше,
нас к себе домой позвал командир чеченского соединения в бой за Мариуполь. Теперь он член российского парламента. Мы общались около часа. Он меня водил в свой кабинет, где у него карты боев. Усадил меня и буквально доложил по форме о том, как проходил бой, как командующий чеченским соединением. Это было обалденно. А потом, после этого, мы поехали домой, к тому самому Элвису, где его жена и его дети, они приготовили потрясающий обед. Прекрасная семья. Прекрасная семья. Потом он достал что-то вроде балалайки и устроил нам маленький концерт, лично для нас. Это буквально до слез трогает, ребята. Такая приветливость. Прекрасные, замечательные люди. Это был очень странный день. Удивительный в хорошем смысле. Так, друзья. Вы слышали разговор Скотта Риттера. Далее я вам сейчас продемонстрирую, ну или зачитаю скорее, чем буду демонстрировать, сообщения, которые поступили позже. О том, что Скотт Риттер прилетает во временно оккупированную Чеченскую республику Ичкерия, сообщили РИА Новости, ну и все главные пропагандистские каналы. Это говорит о том, что еще раз подтверждает то, что Рамзан Кадыров это делал не самовольно, абсолютно не самовольно. То, что вот здесь они сейчас мне тут начали писать, фабрика троллей подключается, начинает писать, это тоже подтверждает, что их это задевает, что я эту тему обсуждаю и начинаю на эту тему говорить. Ну вот, далее. Рамзан Кадыров встретился с Скоттом Риттером и передал ему имена и фамилии 20 украинцев, которые находятся у них в плену. Скотт Риттер вернул он дальше вот в этом интервью, которое я вам сейчас показал, оно подлиннее там есть, он отказался, сказал, что я в этом не участвую, это между Россией и Украиной решается этот вопрос, потому что пленные украинцы взяли в плен русские, это Америку, меня лично это не касается, Скотт отказался. И русские фашисты, которые очень любят Кадырова, там, Даудова и всех остальных, хотя несмотря на то, что этим так упорно хотят понравиться, заявили, что украинских военнопленных нужно менять на российских военнопленных, а не на то, чтобы сняли санкции. И начали ставить в это укор. Но так как у Кадырова, у Кремля, скажем так, непосредственно Путина, я больше склонен считать, это и ФСБ в одном лице, конечно же, что Путин, это была там операция Путина, остались у разбитого корыта, у них не получилось вступить в контакт с американцами. И Кадыров выложил у себя в Инстаграм информацию следующего содержания. Я заведомо знаю, что для руководства США жизнь простых украинцев ничего не значит. Их интересуют только собственные интересы, поэтому сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американцев, американских политиков. А именно, готов обменять этих 20 украинских военнопленных на снятие санкций с моей дорогой мамы Аймани Несиевны. Мама большими буквами написал Рамзан Кадыров, показывая, насколько для него это важно. Понимаем мы, все это все туфта, и это делается только для того, чтобы создать видимость, что он такой весь хороший семьянин, там, любящий сын и так далее. Поэтому пытается, и тем более писал не Рамзан Кадыров, потому что Рамзан Кадыров не умеет так писать. Аймани Несиевны Кадыровой, моих дочерей, моих несовершеннолетних детей и супруги Медни Мусаевны. Все они абсолютно не имеют никакого отношения к политике. Очевидно, что Штаты это не сделают, но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. Не будут, Рамзан. Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг
А что до санкций, так они нам никак не мешают жить. Но дело в том, что если это был бы троллинг, то фамилии 20 украинцев военнопленных Кадыров не передал бы. Да, показал бы видео там и так далее. Собрал 25 тысяч вот эту пехоту Путина, чтобы произвести впечатление, видимо. И я так полагаю, что там произошло. Понимая, что Кавказ они не удержат, что Чеченская республика Ичкерия будет свободной и независимой, кадыровцы, путинцы, Путин решили дать такой, лизнуть, скажем так, прямо скажем, без всяких там выворотов, лизнуть так, чтобы сказать: смотрите, есть мы готовы встать на колени, мы готовы умолять вас, мы готовы о чем угодно с вами делать. Вот вам собрать 20 тысяч, просто приехал экс-разведчик из ненавистной Америки, которую они лютой ненавистью ненавидят якобы. Они ее боятся, и поэтому и ненавидят. И попробовали наладить контакты. Именно поэтому, потому что это согласовано с Москвы, с самого верха, именно поэтому там и Даудов ненавистный Кадырову, а Кадыров ненавистный Даудову, Алаудинов, который в 1000 раз ненавистный Кадырову и в 1000 раз Алаудинову ненавистный. Вот эти все люди собрались и лизнули пятки Скотта Риттера. Скотт Риттер как бы поблагодарил, был удивлен вот этим откровенным лизанием, собрать столько людей, показать, сказать: смотрите, вот эти все люди подчиняются мне, и они ваши, мы готовы, оставьте меня, сделайте ставку на меня, там, и так далее, и так далее. Но вот этот ход Скотта Риттера свидетельствует, что Скотт Риттер там ничего не решает. Да и если бы он решал бы, этого бы не произошло. Никакого контакта американцев с Кадыровым не будет. Я несколько лет еще твердил Рамзану Кадырову, что если ты хочешь сохранить свою жизнь, получить, раскрою тебе немножко, получить панамский паспорт, выехать и жить свободно, с небольшой суммой денег от той, которую ты уворовал у чеченского народа, живым, здоровым, тебе пришлось бы передать все деньги и информацию. После этого ты был бы жив и здоров. Но ты не рискнул пойти со мной на контакт и предложить свои услуги. Этот ларец уже закрылся, Рамзан. Уже варианта нет. Но ты не сдавайся, у тебя выбора немного, и Путину передавай. И на самом деле, зачем я к тебе обращаюсь? Твой уровень, это вот разные блогеры, которые здесь болтают. Я же по фашистской России больше работаю, по террористической банде ФСБ. Ты не мой уровень, Кадыров. Поэтому, мне жалко было тебя. Я думал, может, таким образом мы спасем людей, которых вы пошлете, как выяснилось, теперь в Украину. К чему-то, что вы готовите, что Россия готовит, это было очевидно. Как-то так, друзья. Поэтому вот произошел такой вот интересный, скандальный приказ под Холопным, где они попробовали предложить свои услуги американцам. Ну что ж, все идет по плану. Не так быстро, как хотели бы мы, чеченцы, или как хотели бы украинцы, но ничего. Ничего. Да, Искандер. Richtig. Richtig. Ich bin Monster.
Ирбин Монстр. Так, Хилгайт Рехчорсва. Ну, я просто немножко разъяснил вам ситуацию, которую давайте перейду к вашим вопросам. Почитаю ваши комментарии. Так. Вот, сколько здесь настрочили. Тема интересная была. Я знал, что она вам интересна. Я жду вашего мнения по этому поводу, друзья. Я высказываю свое мнение, друзья. Свое мнение. Оно никем не вложено в меня, никем не намеками даже. Я не обладаю секретной информацией, ну, может быть, совсем чуть-чуть только, но ее я вам не выдам, и сейчас я ее не выдал. Поэтому как-то так, друзья. Ну, Гуда монстр. Гута монстр, Гута. Так, валейк салам. Асан, что там говорят? Дон облажался насчет плена и насчет сам, как говорится, лошадь, говорят, пригнали. Вот, да, я сейчас уже рассказал. А может, они переговоры хотят, как бы там не было, Путинек проиграл, видно, Украину, а сейчас хотят через Америку переговоры. Но это просто мое мнение. Как вы считаете? Адам, то, что совершили с чеченским народом, против чеченского народа совершили, это вопиющая несправедливость. Это самое страшное преступление, которое человечество совершало за эту историю. Не оно вот единственное самое страшное, а вот из страшных преступлений это геноцид, военные преступления, преступления против человечности. И не зря международное право отдельно выделяет это самым, и наказания самые тяжкие за вот эти преступления. И для нас, чеченцев, это тоже вопиющий факт, которые гордились верностью, мужеством, честью, доблестью, отвагой. Для нас измена и предательство, ну, из ряда вон выходящий поступок. Так вот, они не просто нас предали, они предали нас так, как никто, наверное, в истории не предавал. Особенно, когда так вы не могли в это поверить, что такое возможно, что такое допустить даже. Поэтому чеченскому народу предстоит еще трудные времена, трудные в смысле отторжения вот этой грязи, вот этого гнойника, который оказался среди нас, по воле России, конечно же, это Россия вынуждала этих людей, Россия вербовала, Россия обманывала, Россия пропагандировала, подкупала и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, Россия не уходит от ответственности, но Россия враг. Была, есть и остается. А это предатели, это хуже, чем враг. Хуже, чем враг. Но Россия такой гнусный, подлый, вонючий враг, что недалеко он от предателя ушел. Но предатель еще хуже, можете себе представить. Еще хуже. Особенно вот так подло, вот так мерзко, прикрываясь религией, будучи муфтием. Потом нам строя мечети, рассказывая про шариат, рассказывая нам про ваххабизм, про исламизм, про каратизм, про религию. Вы нас очень жестоко обманули, но вы жестоко заплатите за эту цену. И это я вам не угрожаю, чтобы вы не думали, что а кто он такой, вы скажете. Это говорю я вам не как человек, который будет единственном роде вам мстить, а так как я знаю свой народ. В отличие от вас, я знаю, на что он способен. Вы посчитали, о, чехсагин хиллашуна свой ома, о, усалхет хиллашуна ам. Иденти уаттент ир хечокш сидой шуш зудрибой биршдойш тхунтя илаттеш шаш дусер думач хилхил душу шун цэ дусер дачунес цэ ночи омо шун дити
ночи ам да деллашун. Ах дэтшун и ночи ам. Тходелца деллашун, ночи ам цэлир дэтшун. Отцел Сталин личца делер тапам. Отцел Ермолу личца делер царин рэсхи личца делер. Путин личца шун личца лира дэц. Тунделя шай йолхум катуи хаити лемнаш кадеши ахча аж дайлни трунха. Шайег хаити шек хаити вали води меткам шубацан долдевой американчик извинения иере. Ошун лушел информация да лурьер шадек треночек оман тходох худойдер тхо короче аддитараш эл шуэск шеш долдита царих. Кишо ташанс ячун шу Путин ячун шанс ах шайоти шун хакки цюн яца. Как-то так, Дион. Как-то так. Бусал воевать цабош, вой оман зиди дир дикт сацувиз. Чек дальты, Рекс, совершенно верно. Так, давайте дальше идем. Витаю всех, я тебя витаю, Аслан, может он предатель? В Америке есть свобода слова. Свобода слова. Я думаю, что этот человек просто вот на этой волне. Он занимается, он бывший военный, и он считает, что он знает свои права, свои законы. И вот может так, может как-то по-другому. Не могу сказать. Не могу сказать. Но показательно то, что они его приняли. И вот то, что мы увидели. Очень, очень показательно. Фантом. Ахмад Силас Абат Эдухун. Холох Вахун. Китио. Ашнаш Дошбеш Кадырова Арбон. Понимаешь? А ты обычный лох. Ты вот или тут пишешь комментарий. Поэтому, и ты фантом. У тебя очень отличный ник. Ты фантом. Тебя не существует. Понимаешь? Ахмад Силасом не может быть. Но Силаса может быть, силой он не может быть. Понимаешь? Знаешь почему? Потому что он предатель. А во лжи, измене нету силы. Сила есть только в правде. Понял? Дель Майелуе фантом. Хай алмат Силас бу, ай предатель шбюч. Ишу. Это агент русских, это никакой не патриот Америки. Свобода вполне может быть все что угодно. Я ни на что я только ни на чем не настаиваю. Я только анализирую то, что вот я вам показал, то, что вы увидели, факты. И все. Откуда эти цифры 35 тысяч? 35 тысяч республиканцев. Это цифры, которые говорит российская пропаганда, в частности Кадыров это об этом говорит, заявляет. И Скотт Риттер получил эту информацию и ее просто транслирует, повторяет то, что сказал ему Кадыров. И все, не более того. Так, я думаю, этому персонажу еще пару миллионов дали. Ну, не знаю, Тарас, не будем говорить того, чего не знаем. Салам всем свободным людям, салам Аслам, салам гостям канала, салам, Эд, дорогой, витаю тебя. Скоро мы с тобой тоже, Эд, поедем в Ичкерию. Когда будет Ичкерия свободной, таких как он, тоже будем наказывать за ложь, за поддержку убийц нашего народа. Обязательно всех накажем. Все, кто нанес нам вред, обязательно накажем. Еще один Асан, и всем врагам Казахстана привет с Украины. Станис, слава Украине. Витаю, Украина. Асан, зачем там все понятно? Так, хорошо, 35 кафе, а еще 25 тысяч готов на обувь. Сколько же вышло замуж за русских? Так у Ногчи говорят. Ну, бляк, не было там 35, я уверен, не было. Асан, когда ведешь эфир, тебе надо успокоитель пить, прежде чем начинать эфир.
Ты думаешь? Почему? Ты думаешь, я возбужден, что ли? Так, Кадыровы должны быть президент. Кадыровым должен быть президент. Так, это так. Значит, действует так. Конечно, все так. Синцер йоги или ФСБ шестерка. Эмен. В ГРУ наш титула. И Т-34. Что дики ацаник. На всякий случай ГРУ ты хвоста. Ва алейкум ассалам, Чечня, Машова. Да, сам придет тот день, даже Аллах им не поможет, потому что Аллах увидит, что с ними будет. Чеченский народ, что покажет свое. Дал-мула Адам, дал-мула. Раньше тоже русские покупали таких экспертов. На деле это были обычные люди. Русские позиционировали их как американские военные эксперты. Сейчас, видимо, норм потратилось, чтобы купить военного. Но давайте не будем обвинять человека, что его купили, потому что у нас нет фактов, что его купили. Можно быть просто идейно на этой позиции, понимаете, не обязательно ему нужно для этого покупаться. Дику Чечня, дал Бухаста. То есть он говорит, он был отцом нынешнего президента Рамзана Кадырова и основателем Чеченской Республики. Но это не соответствует действительности, Андро. Да, спасибо тебе. Это не соответствует действительности. Кадыров не является основателем. Одним из основателей, сооснователей является Аят Эдигова из ныне живущих. А Кадыров нет. Да, муласна, шейпадвалш, кечилаш, айлейш, бошик, адамслё. Он проплачен Кремлем, этот скот. Ну, Руслан, это ваше мнение, хорошо, я уважаю вашу позицию, но у нас нет этому подтверждения. Асан, как ты думаешь, нужна информация и как она добывается, ты понимаешь? Да, это я понимаю. Не нужны в Чеченской Республике Ичкерия никакие шариаты, никакие низамы, ямы. Есть Конституция 92-го, это когда говорится, что власть государства это народ, а это какой-то муалла или халиф. Да, совершенно верно, республиканец. У нас есть Конституция. Так, этот фантом, он спамит. А моих этих, модераторов нет. Моих модераторов нет. Конечно, будет печально всем кадыровцам сейчас, когда все это уже меняется. Не дураки уже понимают, что меняются. Да все понимают, давно понимают. Уже когда я еще 3-4 года назад это начал говорить, уже все понимали, умные люди понимали, о чем я говорю. Потихонечку до более, менее понятливых потихонечку доходит. Сейчас, если еще никто не понял, ну, друзья, извините, если вы не понимаете, то вы будете расходным материалом. Кто-то пострадает, это просто прилюдно. А у кого хватит ума, тот выживет. Выживет. Да, конечно, соответствует с реальностью. Есть факт, он топил за Рашку, когда началась война с Украиной, он сразу принял сторону Рашки. Да, я знаю, я изучил вот эти 3 дня, я многое что прочитал про него, посмотрел его многие видео, и я немножко уже подкован об этом человеке. Я его и раньше видел, но так как он топил за Россию, я его особо не смотрел. Но он в основном топил там, находясь в Америке, а тут он к нам приехал. А это уже непосредственно вызов мне. И я должен был разобраться, что это такое, для чего это делается и кто он, собственно говоря, такой. Ну и вот, разобрался. Мне тут пишут, там, не мужчина, там, туда-сюда, там разные комментарии. И мне каждый раз хочется сказать словами Джохара Дудаева, которые мне так говорят. Когда, не помню, Грачев, что ли, или кто-то там из главных там российских военных, сказал, если ты мужчина, там, приди, типа,
один на один разберемся, кто-то сказал. И вот они мне тоже пишут, там, типа, ты не мужчина, там, туда-сюда, если ты мужчина, приди встретимся. И Джохар сказал очень хорошую фразу, которую не хочется говорить, потому что все равно, хоть это и не мужчина, кто пишет, ну, про маму, про жену его говорить не хочется, потому что они не имеют к этому отношения. Но Джохар сказал следующее. Спроси свою жену, мужчина я или нет, она лучше знает. Поэтому запомните эту фразу, которую сказал Джохар. Извиняюсь, конечно. Down. Так. Ну что, волки Кавказа, как вам? Вам надо еще обмозговать эту мысль, которую я вам сегодня выдал. Хотя многие уже все понимают. Аслан, куда девался чеченский алфавит? Тигран Великий. Ну, не армяне ли у нас его унесли, Тигран Великий? А ну-ка. Еще он сказал, я знаю, как спасти Россию, но я вам не скажу. Да? И мы тоже не скажем. И я знаю, как ее можно спасти. Но я не скажу. Никогда я этого не скажу. Пускай идет на дно Дион. Так, друзья, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, распространяйте ссылку на этот стрим. Понимаете? И распространяйте, Дион. Распространяйте. Как эти черти, когда у нас в Чечне будет мир и покой? У нас будет мир и покой. Уже не волновайся, Чечня. Все будет Ичкерия. Добрый вечер. Я первый раз попал на этот лайв. Можешь представиться, пожалуйста? К сожалению, нет. Не могу представить. Мое имя анонимно. И название моего канала тебе ни о чем не может сказать. Поверь мне. Это я для тиктоковцев говорю. Так. Почему флаг Америки висит, мне говорит человек с ником Атагинец и с бельгийским флагом? Атагинец, ты где учился, да? Да, по Путину они все в раю Путин жил, но скоро придется переместиться в ад Путину. Не знаю, Тигран, не знаю, о чем вы говорите. Соединенные Штаты Кавказа. Ну, можно и так сказать. Кавказский дом мы это назовем. Как его назвал Джохар Дудаев из Вятгамсахурды. Кавказский дом. Ну и их товарищи. Риттер говорил, якобы ЦРУ отправляла ваххабистов в Ичкерию, но в это же время именно Россия отправляла миллионами исламскую литературу для радикализации народа. Республиканец. Я все понимаю, о чем ты говоришь. Да, он говорил, да, говорили, там, ЦРУ, там, Моссад, кто там, инопланетяне, там, масоны, кальсоны, все там, все это не говорили. Это он повторил то, что говорил ему Кадыров. Он же не может говорить другое, находясь в гостях и уважая принимающую сторону, он по-другому говорить он не стал бы. Понятно? Так. Nicht halt doch schon. Иша yol yok şunu Amerika diyor. Sumel olur yeter iş. Да.
Да уж, да. Так. Так, ну что? Чё, кадыровцы, замолчали? Что ваших матов, перематов не стало видно? Чё, Кадыров сказал не писать? Правильно сказал. Правильно. Не злите меня. Честное слово, не злите. Зачем вам, Дион? У вас и так все плохо. Еще меня злить. Вы это не переживете, Дион. Все граждане Швеции должны подготовиться к тому, что в стране может начаться война. Да, Мустан, так у вас дела обстоят? Ясно. Очень интересно. Очень интересно. Ты постарел, Аслан. Да, годы берут свое, Канат. Годы берут свое. Что в стране может начаться война, главнокомандующий вооруженных сил Швеции. Да, Мустан, будет большая война, по всей видимости. Большая война, большущая война будет. Большущая. Ицундель Даудовиги, лорд Милуар, Кадыровиги, Мельшпутига. Аптия Лаудина, Витмегардушун, Авакцунах был пайдабат. Простой исполнитель, вы шишигаю информацию, да? Давайте, идем. Выживите, да? Номер шунху шиу WhatsApp ты хаязи. WhatsApp ты сигнал ты язиешь WhatsApp что надежный, а так напрямую можете к ЦРУ выходить, да? Перед каждым видео у меня есть инструкция, как выйти на ЦРУ, напрямую выходите. Германия тоже готовится к войне, да? Готовится. Швеч бак бытомбо. Ваша мацавейшу Арнольд Шварц. Швеция, чего герздон. У шведов сильное оружие. Подашки, я чьи Путин, лайш Ахмад Силас Овшей, пока Саддам. Бовщик Эдамс. Америку, чем то есть ты тоже готов к войне, Бовсвик? Конечно, готов. 11 декабря 1994 года я готов к войне, да. О какой войне идет речь? Идет о большой глобальной войне речь, о Третьей мировой войне уже, широкомасштабной Третьей мировой войне. Фашистская Россия должна быть остановлена силой. Если русский народ не хочет свергать свою власть и готов идти на мир войной, продолжать идти, он уже давно уже в крови утопил, кого он только мог утопить, значит его будут останавливать. А если эта власть в лице Путина, ФСБ там, и всех остальных, чтобы сохранить себя, она будет бросать вперед русских. Вот за прошедшие сутки 440 русских. Путин прожил сутки. ФСБ просуществовало еще сутки. До этого 1000, 1200, 1100. Каждый день по батальону русские, чтобы Путин один день пожил. Ну что, это ваш выбор. И вас будут останавливать русские. Вас превратят просто в бедных, нищих, ободранных. Вообще ни во что вас превратят. Понимаете? Когда вам это говоришь, вы готовы пойти. 1000 человек в день погибает в Украине. Если вот верить Генеральному штабу Сбройных сил. Задумайтесь, 1000, если бы, и это 30 000 в месяц, если бы 30 000 готовых умереть,
или 1000 человек, готовых умереть, вышли бы против этой власти, у вас была бы цивилизованная демократическая страна. Но вы не готовы воевать, как говорил Александр Литвиненко, вы не готовы воевать против власти, но готовы идти на смерть. Ну что за рабы, я не могу понять. Ну вот что за рабы? Меня, знаете, удивляли, там, сам наблюдал за этим, когда 1-2 кавказца в армии, там, 100 русских там заставляют что-то делать, отжиматься, там, писать там Чечня, Ичкерия сила или еще что-нибудь там, Дагестан сила или еще что-нибудь. Я удивлялся этих людей, почему их так много, почему он не может там, а этих всего лишь 2. Ну что вы, не можете там 100 человек побить, 2 ну, невозможно это просто, да? 10 человек справятся при желании, если хорошенько поднапрягутся. И вы терпите, я удивляюсь просто. Ну, вас унижают, избивают, забивают. И вы готовы терпеть. Не понимаю. А кто сможет остановить Третью мировую? Или чего будет стоп? Чего будет стоп? Капитуляция фашистской России будет стоп. КГБшники, ФСБшники и ГРУшники, которых больше всего здесь на Западе, которые занимаются грязными делами. Конечно, ГРУшники, они занимаются дальше своей вот этой деятельностью, здесь занимаются. А ФСБшники дальше занимаются своей деятельностью. Но все под колпаком. И сейчас усиленно идет работа с этим контингентом. И много ФСБшников и ГРУшников, ну, сдаются американцам, переходят на сторону американцев, сдают информацию, всячески пытаются быть полезными и так далее, и так далее. Я так полагаю, Арестович то же самое сделал. Ну, он, правда, не россиянин, но там, я думаю, в принципе, одно и то же. Поэтому нужно быть умным, нужно быть сообразительным, нужно быть способным и шустрым, чтобы выжить в этой ситуации. Потому что кто-то будет за это платить. Отвечать будут очень многие. Поэтому кто вперед успеет, тот, значит, останется на свободе и не при небольших деньгах. Остальные все будут отвечать, друзья. Увы и ах, Дион, вы сами себе это сделали. И поэтому мир наступит, когда фашистская Российская Федерация поднимет белый флаг. Основ ФРФ, простой народ, это рабы, это хуже, чем камикадзе. Вывод один, только японский сценарий необходим. Да, к большому сожалению, это самый гуманный способ. Японский сценарий нанесения ядерного удара по Кремлю, по бункерам фашистской России, по Лубянке. Предупреждение для жителей Москвы, других, покинуть, и будет нанесен удар в течение 24 часов. Покидают, наносится удар, и все. Нет больше прекрасной Москвы будущего или России будущего. Нету Путина, нету Патрушева, нету ФСБ. Суд, как над нацистами, над всеми вот этими террористами, ФСБшниками. Потому это очень важно. Это, ну, без этого это не будет конец. Должны быть запрещены, как ИГИШ, МИГИШ, кто там еще. Вот эти все террористы, как запрещены. Точно так же ФСБ, это детище ФСБ, вот этот ИГИШ. Они должны быть запрещены. Навеки вечные. Да, мол, так и будет, друзья. Я не знаю, увижу я это или нет, но это будет, я в этом убежден. И это доставляет мне, да, очень большое удовольствие. Да. За это умереть можно. Да.
Альхамдулиллах, альхамдулиллах. Настал этот день Божий, да, настал, да. Ну, уже давно, мы уже давно это все понимаем, друзья. Так. Ингас пачал карурду тишуэ бола. Осман карурдац ой, союзник шиду Ингас пачалкац. Карурдац. Но Алгасқшан халла үч бохлуш хеллаш буй иш санной халла дюлш исалуш дац вен ямарт хелцарят а цана вен ямарт лойгар үщат цана войгара серьезный на лжи построено, оно разрушится, а им нужна правда. Они нас не убивали, они знают, что они не враги, они знают, что им достаточно нам сделать просто санкции, и мы сами будем жить не очень хорошо. Поэтому, глупо отказываться, если ты там сотрудничаешь с какой-нибудь супер-мега-корпорацией, которая обратила на тебя внимание. Ну, глупо нам отказываться от самой успешной, самой великой державы в мире, отказываться. Но это, я не знаю, не то, что глупо, это антинародно отказываться. Бюстик так, СЦ, Шамиль был настоящий куна. СЦ, дикум олар. Да, габица олк. Бюстик недавно Путин дал узель. Недавно Путин в своем выступлении говорит, самое важное для нас это суверенитет России. Это говорит о том, что он не уверен, будет Россия или нет. Сервивал, он уверен, что не будет никакого суверенитета России. Фашистская Россия не состоялась как государство. Вот они говорили, что наше государство, оно не состоявшееся, что Чеченской Республики нет, там 3-10, самопровозглашенное и так далее. Так вот, несостоявшаяся фашистская Русня перестанет существовать. Год это займет, 5 лет это займет. Процесс необратим, как 4-я степень рака. Все слишком запущено. Да. Русские не рабы, а крепостный раб имеет право на восстание. Албанец, это что у тебя за новое такое? Крепостной раб, что это такое? Это раб. А на восстание имеет любой человек право, понимаете? Любой человек. Если он не раб в душе. А то, что тебя сделали рабом, одели на тебя кандалы, это ни о чем не говорит. В душе ты не должен быть рабом. Самое страшное, когда ты в душе раб. Когда ты согласен с этим. Тогда ты зря живешь на этой земле, зря кушаешь этот хлеб. Вот что плохо у них. Но тут холопство боятся высших чинов, поэтому мстят по горизонтали, похожих себе или тех, кто послабее. Да, как обычно. Основа фашистской российской простой народ это рабы. Да, это я уже читал. Брат Шамиля младшего отравили. Ширвани серьезно ранили. Отец Салман погиб в бою. Убили сестру. И 1,6 годовалого племянника. А также 9 кузенов. И его называют грушником. Ранен 9 раз в Первой войне. Где логика? Но это вбросы, конечно. Однозначные, 100%. Не могут быть эти люди грушниками. Сейчас главное это сохраниться как этнос, только образовываться и строго-настрого запретить своим детям лезть куда-то воевать, даже за Украину. Так хватает бездельников, говорит Эд Мамедов. Друзья, прислушайтесь к этому умному человеку. Он это абсолютно с тобой согласен. Главное нам сейчас сохраниться. Самая простая задача и самая сложная нам выжить сейчас, ребят. Закончились плохие времена. Пристегнитесь, мы взлетаем, да, все будет отлично. Да, это растянется, на год может растянется, на 3 может растянется, но это неотвратимо. Большие человеческие жертвы, к большому сожалению, будут, потому что на Путине и на ФСБ, на Патрушеве поставлен жирный крест, жирнейший просто.
И они это знают. И им просто нужно любой ценой продлить свое вот это жалкое существование. И с ними не будут договариваться. Уже не будут. Но у Кадырова и у Путина есть шанс. WhatsApp, вы знаете, пишите. Я могу там словечко замолвить, если очень сильно попросите. Серьезно, бо, Рамзан. Лорд Рига бо. Салам алейкум, ассалам, справедливый человек. Скотт Риттер осужден за педофилию в США, называет Басаева террористом. Ну, я этого не слышал у него, конечно же, но было бы странно, если бы он приехал в Россию и не говорил этого, будучи на позиции России. Я не заступаюсь за Скотта Риттера, я просто констатирую вот то, что я вижу картину. Может быть, я ошибаюсь, хотя сомневаюсь. Моментов прав, тем более в Украине еще неизвестно, кто есть кто в правительстве и СМИ. Украинцы заслуживают победы, и мир им поможет. Да, муласцы. Сегодня стрим на тему того, как Кадыров просил снять санкции в обмен на пленных. Да, именно так. Так что, Рамзан, ноги в руки и беги в США. Да, это лучший выход. Да. Путин и Патрушев на тайных переговорах с Салливаном просил их не свергать. Да, это единственное условие, которое они требуют. Единственное условие, они хотят, чтобы их не свергали. Не шмогла путинская когорта, патрушевская победить, одолеть Запад, Соединенные Штаты, Великобританию. Ну вот, за понты тоже нужно платить. Вован, Колян, нормально вы так поураганили. Пора уже и на покой, в камеру одиночную. Украина может перейти в наступление в ближайшие месяцы после получения F-16. Да, Мула Мустан, дай бог. От украинского плацдарма на левом берегу Крынок до Крыма всего около 60 километров. Да. Так, он назвал Басаева в Твиттер, сам читал. Риттер утверждает, что Басаев выследил и убил Басаева выследил и убил Аптилова. Короче, подставил он Апти. Мафиозная власть России просит США не свергать ее. Да, республиканец. Да, интересно. Я, конечно же, не общался с Риттером. Я постараюсь... ну, не буду я стараться, на самом деле. Посмотрим. Камзан ЦК. Аслан, Камзанская, мы давно ждем. Закон сотрудничества работает исправно. Рамзанчика. Да, это. Я ему давно предлагаю. Не знаю, чего он нос от меня воротит. Но, видимо, напрямую хочет, без посредников. Вы ему там скажите, что без меня там вопрос решать не будет. Чтобы чуть-чуть его самолюбие задеть. Баркал сейчас СЦ, я это сохраню. Сейчас это надо сохранить, то, что писал. И если можно, ссылку ты скинул. Все, сейчас мы все организуем, да. Сейчас мы это сохраним все. А вот за Басаева ответишь, бог, знает, Скотт Риттер. Так. Мне откуда твои подписчики в курсе, о чем там тайно переговаривает Путин, Патрушев с американцами? Да так пресса сообщает.
Так что, Господи, благослови Америку, слава Украине, живи навеки вечная, моя любимая гордая Ичкерия. Израиль сила, Польша мощь. Бо Адамс. Окей, да. Его высадил, убил Апти Лаудинов. Апти не марионетка, как и Рамзан Кадыров. Ага, ну окей. В США, чтобы не было проблем с расизмом, в фильмах снимают, ну, видишь, с другой стороны, СЦ, сейчас я дочитаю комментарий, но СЦ, видишь, говоря, что Басаев террорист, в этой информации, которую он выдает, Апти Лаудинова он выдает, понимаешь? И где здесь вред сказать на Басаева, которого американцы в определенной степени могли признать террористом там, и так далее, но как это тогда выходит-то? Ну да ладно, не будем строить версии, что есть. В США, чтобы не было проблем с расизмом, в фильмах снимают черных с положительной стороны, а на Рашке, наоборот, Кавказ всегда представляют негатив. Примерно так: я тебя зарежу, как барана, Уася. Да, это так. Ассаламу алейкум. Хотел спросить, что мы, простые чеченцы, можем сделать в поддержку создания нашего независимого правового государства? Ва алейкум ассалам, Game Online. Ну, во-первых, создавать нам ничего не нужно. У нас есть государство. Пожалуйста, не путайте эти термины и терминологию. У нас есть государство. Оно временно оккупировано. Для того, чтобы сделать какую-то поддержку и пользу принести, мы сейчас, я вот об этом постоянно призываю, мы сейчас должны поддержать нашу легитимную власть, которая стояла на принципах свободы, независимости, права, справедливости и так далее. И, конечно же, никогда не предавала наши интересы. Это наш президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, Алла Дудаева, Ахьяд Идигов там, и другие наши люди, которые туда входят. Все. Вот что мы можем делать. Завтра у нас будет стрим на русском языке, платформа открытого диалога на телеграм-канале. Я буду снова вещать здесь в YouTube, здесь. Как раз мы зададим вопросы, вы можете задавать вопросы. Это тоже очень важно, если вы хотите помогать. Занимайтесь активно, задавайте вопросы. Про Скотта Риттера задавайте, Аяду Идигову. Там еще другие, некоторые обещают, по разным обстоятельствам не получилось у них принимать до сих пор участие. Сейчас уже, по-моему, 5-я или 6-я платформа у нас будет. 6-й стрим уже, или 5-й, не помню сейчас. Приходите, задавайте вопросы и предлагайте свои мысли, свои идеи. И давайте делать. Вот смотрите, что делают русские. Появились, полно блогеров появилось, тикток-блогеры. Да, я понимаю, им безопасно, это их люди, а вам это будет опасно. Это я все прекрасно понимаю. Но рано или поздно нам придется стать гражданским обществом, придется говорить открыто, смело свое мнение, не бояться, и уже пора это говорить. И это не значит, что это безопасно, опять же, я вас, как всегда, предупреждаю, но вы все прекрасно видите, знаете. Давайте действовать, и давайте вклад вносить. Сейчас самое главное, это информационно мы должны донести. Чего-то, если не знаете, заходите ко мне, спрашивайте меня, приходите там, платформу открытого диалога раз в неделю. У нас будет и на чеченском языке платформа открытого диалога. Завтра мы об этом объявим вам, да, Алмула. Ну вот, давайте работать, давайте коммуницировать, давайте перекличку делать. И, конечно же, вычищать фашистскую, руснявую агентуру от нас. А агентуре, я скажу, агентура, вы видите, что происходит. 100 миллионов раз я это говорил вам до этого. Не лезьте вперед, батьки, в пекло. Понимаете? Будут пускать в расход, будут большие проблемы. Поэтому, а если вы будете саботировать приказы, которые вам дают, ну это вам зачтется.
Так, Асан, я перестал верить любой СМИ. Ну, ты живешь в России, тебе нежелательно верить. До сих пор не умеют пародировать Кавказ, всегда получается у них грузин. Да-да. В США мулат стал президентом, а в России кавказец максимум, если где-нибудь устроят на работу, то охранником пятерочки. Ну почему же, они главой республики могут сделать еще на время. Какой позор был с этим ремейком фильма «Кавказская пленница». Там таксист был самым стереотипным. Так, он же Арарат Кишан. Так-то там много актеров было. Кто играл кавказца, но основное это запомнить так. А что, «Кавказская пленница» это фильм вроде 66 года. Так, друзья. Давайте сейчас я еще 7 минут посидим и можно закругляться. Хорошего понемножку, друзья. Слишком хорошие новости сегодня были. Надо немножко отдыхать. Так, здесь, короче, эти зашли, да. Ну, как обычно, да. Так, да. Del Waller duela at Israel nachts. ما أسمع هو إلا جو يوزوا هو إلا دينا هون راسخ شنا ناس هو بوش ولا ناس. Так, عوصلي غلا شني نوت شني يوم شتيوش أسبان شو يتشون شون. To dyloš dēc atlikēties uz dēc din dūcaš jo Palestīni dūcaš jo valā nošķi būcaš adāršo. Aslan sun guş buder sun hun goyuş. Goder sunam. Da ha ist o sagatiş do ist hugillahon ist ta sotun zrat wallal suna ist eller hugillahon ana. Guş bu der sunu a Ukraine da boş tiga ve boş bol na ve adedin aştol ve am guş datson. Hon guş datsi İsrail period ser bomda şiyetli eldu hoduk varak şey tülük şey nit ve şuyo Čulilan terorist 1200 beh boş bo zudri beş dechena eldu iz Zuchena. Hinz Ечо бомнаш цэ поддержки на яц наоборот но теперь богу шейн китанг щуца бахкет ну хо билу ала хо билу нохчи уё я арабу билу бидуи но билу дица хай дабоч бо Украине на бица сон со 3 ашук Palestine والله تعجيم كيرا دوك خلا تعجيم رجع تبستو بكيل هم خدمديزي تغورول شوات شو ولا ايش تقمين تربيه بدوين وات арабский народ Палестину раски дуата уош да ну ладно это так немножко я отвлекся да помни вот тебе говорит алё Аслан помни бо Россия с Палестиной вот и все вот и объяснение ваше все. A ječo bomnešan so rezu atson, iš sunti matatlaš. So dreskšen mirne gradešen, jek mirne na bojšalča, inc Ukrajinu, tu jače cahulon so rez, reske iš bolša. Vidite jo? A tak čuvali, rilka, vistagili, o noći ulanek sen, o al arbovaca canaho, haki inu, mičaki vincoš, o arbovaca. Čuvali dac, račali, salamova, vistagili, ištadu, razabrat sade. Elhum, orattuel, sorattuel, šusandol, dāc, reskšts rāttičāne, sun su hainca rāttič mekšukso, a daiš vitišso.
Wa alaikum assalam, Supayo Hasan. Давай ханикю опасный, Навал. А, я шо ты рух златадец. Украинщина сторона, бу элен ночи боишь. Украины ты хиттан. За Украину тот, кто дерется, он дерется для того, чтобы отомстить нашему многовековому врагу. И эрендец. Ну, цюн нигатти хайжан душа адек, конечно же, ну и эрендец. А разкшан ты вехнага, из-за ши мостал, ши оман мостал, ши кира догдоти гой чуис. Леби наши ирби наши цабюцас. Лалушти гуй ахчдах ты туда-сюда, лялялшбе. Уж бюцас. Ну да ладно, да, ва алейкум ассалам, Тимур. А шо? Так, уж цабьезак, уя, так. У Израиля есть чему поучиться, и надо сотрудничать с Израилем. Надежный партнер уже не раз доказано. Посмотрите, как помогли Азербайджан, невзирая на большое давление. Да, совершенно верно, это так и есть. И Израилем мы будем дружить. Израиль это очень надежный союзник. Друзья, я на этом закончу свой стрим. Я на этом свой стрим закончу. Я надеюсь, модель разумшуешь, вин, хобай эзер, ночи хобай эзер, ду шоузрей, ши эзер, дитен дага, бер, дин до бер, дити дага дэтсон, дэц иш дага дэтсон. Короче, друзья, на этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите и поддерживаете, друзья. Завтра будет, напоминаю, в 19, в 7 часов вечера по Берлину, по центральноевропейскому времени, платформа открытого диалога, где представитель, сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аят Идигов и, вероятно, другие участники президиума смогут ответить на ваши вопросы. Заходите, принимайте, особенно это касается чеченцев, хоть и у нас стрим будет на русском, но и не только чеченцев. Заходите все, вы все нам нужны, все вы нам интересны. Заходите, активно принимайте участие, задавайте вопросы и так далее. Давайте оживим гражданское чеченское общество. Слава Украине! Все будет Ичкерия, Господи, благослови Америку. Адикюэль маш ойл бюсте галер масера. Дал дух да дойл ночи рам. Гурду